Сайгылы телесерджилерimiz студиямызда энди Мусафир булунмактабы буз бүгүн керекли ve enесасы файдалы bir mevzu üzerinde sübet көрсөтөжүбүз. Demek sizin vesikalarını nasıl böyle bir toplamak, nasıl onlarla çalışmak ve nasıl onlar sizge yardım edebilirler. Bu hafta sizlerle sohbetleşmek için bugün bu stüdyamızda adliyecini yani notariusunu davet ettik. Demek tanış olunuz Ahmedjit Notarial Okrugunun notariusu Илона Аксенова. Салям алейкум, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Хотелось бы сразу перейти к основной теме нашей беседы. Это дубликат. Что такое понятие дубликат? И вот мы обычно, слово дубликат для нас ассоциируется, например, с копией ключа, либо с копией чего-то. А что под собой подразумевает дубликат в документе? Это ведь не просто ксерокс, правильно? Это нотариально заверенный документ. Нет, сам по себе дубликат, его понятие, да, это повторный экземпляр подлинника документа, который имеет с ним равную юридическую силу. Дубликат документа – это не копия документа. Копия документа такой юридической силой не обладает. Поэтому выдача дубликатов в нескольких экземплярах законодательством не предусмотрена. То есть один документ может иметь лишь один похожий дубликат, правильно? Да, и каждый последующий дубликат, он погашает предыдущий. Бывают случаи, когда люди пришли, получили дубликат, потом говорят: ой, мы нашли документ. То есть мы объясняем правовые последствия, потому что это свойство документа вызывать правовые последствия. То есть это же не всегда... То есть, когда вы потеряли документ и его нашли, то есть уже сделать ничего нельзя. То есть вы получили документ, дубликат. Какие есть основные условия оформления этого дубликата? Что на нем должно быть, что на нем не должно быть? Чем он может отличаться от подлинника, чем он не может отличаться от подлинника, и вообще возможно ли такое? Вот. И как его правильно оформить? Ну, на самом деле условий выдачи дубликата несколько. Первое условие – это его наличие у нотариуса, да, когда документ изготовлен более чем в 2 экземплярах, и у нотариуса он остался на хранении. Это первое условие. И второе условие – это его утрата. Но под утратой не всегда нужно понимать, да, его просто утерю. То есть иногда документ невозможно прочитать, то есть он залит чернилами, размыт водой. Ну, случаи бывают у людей разные. Или надорван так, что текст прочитать невозможно. Вот в таких случаях выдаются дубликаты на основании письменного заявления лица, по поручению которого или в отношении которого было совершено то или иное нотариальное действие. Скажите, а на какие документы можно сделать дубликат? Это все документы, либо по законодательству этот ряд ограничен? Ну вот, как я говорила, да, самое главное условие выдачи дубликата – это его наличие. Если вы приходите к нотариусу, скажем, с копией документа, оригинал которого вы потеряли, и говорите: вот мы у вас сделали документ, можно нам получить его дубликат. А у нас второй экземпляр не остался, да, скажем, это было заявление на выезд ребенка за границу. И по правилам хранения, по номенклатуре, мы можем не оставлять такого заявления у себя в делах. Соответственно, по копии мы дубликат вам не выдадим. То есть мы выдадим на основании второго, да, экземпляра, который изначально был нами изготовлен. Часто еще вот люди задают нам вопросы: вот мы перешли в правовое поле Российской Федерации, а выдайте нам дубликат на русском языке. Если документ был составлен изначально в Украине на украинском языке, мы не сможем выдать вам его на русском. Мы можем по вашей просьбе этот документ перевести, да, с украинского языка на русский язык, но выдаем его в том виде, в котором он был изначально, да, изготовлен. Также люди спрашивают, часто вот задают вопросы: а можно ли нам получить дубликат извлечения вот того документа, который был выдан органами БТИ?
То есть вы помните, да, то есть вы пришли к нотариусу, нотариус вам выдал документ, и вы с этим документом, выданным нотариусом, вышли в БТИ и его регистрировали. То есть, соответственно, это извлечение мы выдать вам не сможем. Он был получен позже, да, чем нотариальная сделка. Вот, То есть- не можем. Илона Владимировна, а вот сконструируем такую ситуацию. Допустим, Фатиме, она где-то далеко, да, и могу ли, ну вот она написала, например, попросила меня забрать ее дубликат. Могу ли я это сделать? Конечно. Если была доверенность от вашего имени, да, составлена, и в полномочиях указано, что вы вправе получить дубликат того или иного документа, да, вы вправе подойти к тому нотариусу, кто изготавливал этот документ, и получить его дубликат. Следует также отметить, что у нас в бывшем государственном нотариальном архиве хранятся документы тех нотариусов, которые по каким-то причинам, да, не работают. Соответственно, их документы были переданы на хранение в бывший государственный нотариальный архив. Причем мы архивом этим гордимся. У нас документы находятся с 1945 года, да, это по таким конторам бывшим государственным, как Керчь, Феодосия, Ялта, Симферополь. То есть, если вы потеряли, утратили этот документ, не переживайте, вы можете получить его дубликат. Илона Владимировна, вот скажите, пожалуйста, есть такое условие, что после того, как юрист, то есть прекращает свои полномочия, его дела, архив передается другому юристу. Это касается только частных работающих юристов, либо всех нотариальных округов. Если я, например, работала с вами, затем пришла, а вас, к сожалению, не обнаружила, куда мне обращаться, чтобы найти мой дубликат? К тому нотариусу, которому были переданы на хранение эти документы. То есть ничего страшного. Вы можете прийти к тому нотариусу, у которого они находятся. А кто этот нотариус, мне скажут непосредственно уже в нотариальном округе, правильно? Конечно. Ну, у каждого есть акты приема передачи дел, да, на ответственное хранение. То есть мы смотрим, если документ у нас действительно имеется в наличии, то по вашему письменному заявлению, предоставив паспорт, то есть документ, устанавливающий вашу личность, мы по вашему заявлению вам выдадим этот документ. Есть особенности выдачи дубликатов документов на недвижимое имущество, да, для того, чтобы избежать злоумышленных схем, чтобы не было, так сказать, двойной продажи. Мы запрашиваем информацию в БТИ о том, за кем было зарегистрировано изначально право собственности. И на основании этого документа, где указаны как раз такие, да, и реквизиты, вы же не всегда помните, у какого нотариуса, какого числа, по какому реестру вы удостоверили заключили ту или иную сделку. И, соответственно, в БТИ эта информация хранится, потому что там информация актуальная по 1 января 2013 года, как вы помните, они являлись регистрирующим органом. И, соответственно, по этому документу мы можем найти этот документ и выдать вам дубликат. Даже если так случилось, что вы право свое не успели зарегистрировать, не переживайте, там же будет информация предыдущего владельца. То есть вот этот отрицательный даже ответ, то есть мы видим, что право не зарегистрированы, но этот отрицательный ответ для вас будет положительным. То есть мы будем видеть, что да, Иванов Иван Иванович, да, скажем, продал вам этот дом, и право еще за ним зарегистрирован. Тогда для успешной регистрации такого документа в последующем органе, да, Государственном комитете по регистрации кадастру, мы подтвердим вам факт, что да, данная сделка имела место, и тогда выдаем копию предыдущего правоустанавливающего документа для того, чтобы у нас возникло, да, право за предыдущим владельцем. И в соответствии с этим вы идете с дубликатом, и уже Государственный комитет регистрирует непосредственно переход права на вас. Спасибо большое. Илона Владимировна, очень интересная беседа у нас получилась, и самое важное, она очень нужная беседа. И хотелось бы к концу нашей беседы попросить у вас какие-либо пожелания. Приближается Новый год, заканчивается этот год. Что нужно успеть сделать, возможно, вот в нотариальном
С помощью нотариуса. Что нужно успеть сделать в этом году? Может, что-то доделать, что-то дооформить, чтобы это не было сложно? Я хотела поблагодарить за то, что вы меня пригласили на вашу передачу. Я хотела всем пожелать в новом году мира, добра, здоровья, счастья, благополучия, достатка. Не теряйте свои документы. Это немаловажно. Да. И чтобы вы хранили друг друга. Спасибо вам большое за ваш компетентный ответ. И всегда рада видеть вас у нас в гостях. И желаем вам хорошего дня, конечно же. Спасибо. Спасибо. Saygılı teleseyircilerimiz, biz ise devam ettik ve bu sübetimiz gerçekten de gerekli. Şunun için dostlar, onu siz bizim resmi sayfamızga tapabilirsiniz. Sizge de bir kere hatırlamak istedik ki bugünkü birinci misafirimiz Ahmedjit Notarial okrugu boyunca notariusu Ilona Aksionova edi. Ve bugün biz dublikatlar hakkında söz yürüttük. Yani vesikalarını nasıl kopya etmeye, vesikalarını nasıl çoğlaştırmağa ve nasıl etip onlarını joymamağa gerekler ve eğer siz joysanız nerede onlarını tapmağa gerek. Bu hafta başımda söz yürüttük. Мына böyle bizim faydalı yayınımız devam etti. Dostlar, sakın kaçırmanız ve elbette yuklap kalmanız. Bizim stüdyamızda da misafirler yaratacaklar. Şimdi ise nöbetteki rubrika sabah yayını devam etti.